Отсюда, от этих порогов, тем дальним ранним утром 18 мая 1944 года для крымских татар начиналась долгая дорога скитаний, растянувшаяся почти на полвека. Если бы эти дома, дворы, сады умели говорить, то они могли бы рассказать многое. В 1922 году Москва признала крымских татар коренным населением Крымской АССР в рамках политики коренизации. В Крыму выходили крымско-татарские газеты, журналы, работали образовательные учреждения, музеи, библиотеки и театры. Крымско-татарский язык вместе с русским был официальным языком автономии. В 20-30-х годах прошлого столетия крымские татары составляли 25-30% от всего населения Крыма. Однако в 30-х годах советская политика в отношении крымских татар, как и других национальностей СССР, стала репрессивной. Раскулачивание, гонение на духовенство, уничтожение ученой интеллигенции в 1937-1939 годах. В 1941 году Крым оказался под немецкой оккупацией. 17 тысяч парней и девушек участвовали в партизанском и подпольном движении. 20 тысяч молодых людей были насильно угнаны в Германию. На фронтах воевало 60 тысяч крымских татар. 36 тысяч так и остались на полях боев. Весной 1944 года войска Красной Армии освободили Крым. Но радость была недолгой. 18 мая 1944 года на рассвете началась спецоперация по выселению коренного народа крымских татар с территории полуострова. К 20 мая все было кончено. Мертвые села, пустые улицы, разоренные дома. Всего из Крыма было выселено 238 500 человек, практически все крымско-татарское население. Почти 70 эшелонов с наглухо закрытыми товарными вагонами, переполненными людьми, уходили на восток. В дороге без сна, еды, воды, в нечеловеческих условиях люди умирали десятками. Сколько их, оставшихся на безымянных полустанках, в казахских степях, в Аральской пустыне, в высоких снегах Урала. Все имущество, оставшееся в Крыму после татар, государство присвоило себе. За первые 3 года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных. В июне 1945 года Крым перестал быть автономной республикой и стал областью в составе РСФСР. В 1948 году Москва признала крымских татар пожизненными переселенцами. Образование можно было получить только на русском или узбекском языках. К 1957 году были запрещены любые публикации на крымско-татарском. Из Большой советской энциклопедии изъяли статью о крымских татарах. Национальность также запретили вписывать в паспорт. Тем временем в районы Крыма, где раньше жили преимущественно крымские татары, начали переселять людей из Украины и России. На полуострове провели топонимические репрессии, в итоге получив по несколько радостных, счастливых, богатых. Советская власть уничтожала татарские памятники, сжигала рукописи и книги. В мечетях открывали кинотеатры и магазины. В 50-60-х годах крымские татары боролись за свое право вернуться на историческую родину. Так зародилось национальное движение. В 1987 году народ потрясает наглая ложь и клевета, которую распространило советское руководство. Вопреки их цели, это оказалось последней каплей терпения народа. Запрет на возвращение в Крым действовал до 1989 года, но народ уже поднялся. И вот за 30 лет на полуостров из республик бывшего СССР из мест высылки вернулись более 350 тысяч крымских татар. Возвращение в Крым коренного населения было сложным. Нет жилья, работы, средств к существованию. Но стремление жить на родине придавало силы. Любовь к родине затмевала страх перед сложными экономическими и бытовыми условиями. Годами люди с семьями жили во времянках, недостроях, без воды, света, тепла, но не теряли духа. Люди возвращались, строились, воспитывали детей. Из-за несовершенства законодательства, ошибок лидеров и сопротивления местных властей возникали стихийные митинги и акции протестов, самозахваты земли и конфликты с последователями антитатарской идеологии. Но крупных противостояний все же удалось избежать. К
Крымские татары, коренной народ Крыма, живет на своей земле, на своей родине, которую вновь обрел после полувека незаконной высылки. Из забвения возвращаются имена героев, великих ученых, мыслителей, людей, которые оставили значительный след в судьбе крымско-татарского народа. Нуман Челебиджихан, Бекир Чобанзаде, Усейн Баданинский, Осман Ахчохрахлы, Сабря Айвазов, Джафер Гафаров, Абибулла Баккал, Умер Ипчи, Эшреф Шимьизаде, Амедхан Султан, Алиме Абденнанова, Узеир Абдураманов, Абдуль Тейфук. 18 мая – День памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Эта кровавая дата вписана в историю, и долг каждого крымского татарина – помнить об этой катастрофе, чтить память предков и делать все, чтобы подобное никогда не повторилось. Сегодня мы еще и еще раз возносим свои молитвы Всевышнему Аллаху за народ наш, за мир и счастье наших детей. Всевышний Аллах, прими наши молитвы за всех, безвинно высланных, за отцов, матерей, братьев и сестер наших, выброшенным по дорогам, оставленным в безвестных могилах, за всех в ссылке умерших от голода и холода. Прими наши молитвы, жизнь нашу благослови, нашу веру, счастье жить на родной земле, растить детей и творить добро. И сделай так, чтобы мы любили друг друга. Аминь.